Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы як звычайна працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі з нашай варшаўскай студыі. Ну што ж, і зараз мы з вами абмяркуем все ж таки, калі чакаць, што Крэмль і Путін усімі сваімі башнямі павернецца ў бок беларускага народа. Гэта чакае і частка беларускага грамадства, і нават прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Так вось, ці чакаць гэтага насамрэч, зараз нам адкажа чалавек ад плоці і крыві расійскага істэблішмента. У нас у варшаўскай студыі кіраўнік штаба Алексея Навальнага у Иркутску, политик Сергей Беспалов. Добрый день, Сергей. Добрый день, здравствуйте. Я перейду на русский язык, чтобы все-таки общение было более-менее на равных. Хотя, с другой стороны, я знаю, что в Иркутске очень много белорусов, белорусская диаспора, которые продолжают, как это по-русски заховывать, сохранять традиции, культуру, язык белорусский. Могли бы и научиться. Ну, все мои знакомые белорусы из деревень, которые появились у нас в Сибири как раз по Столыпинской реформе, они, в общем, почему-то со мной говорят по-русски, поэтому прошу меня простить. Вот. Но действительно очень много белорусов живет и, кстати, поддерживает скорее все-таки оппозицию, чем Лукашенко. Ну что ж, это такой укол в сторону иркутских и сибирских белорусов. Все-таки не их должны русифицировать, а они должны белорусизировать окружающих их людей. Ну, делать с них нормальных людей, в конце концов. Ну, у нас не принято менять друг друга, у нас много национальностей, и поэтому как-то нам хватает места там, чтобы не меняться и быть теми, кем мы есть. Да, но это была шутка. Конечно. Да, и вообще, Сибирь большой, нечего тут... Нечего там шастать, да. Да. Сергей, да. Как вы оцениваете вот эти надежды белорусов, не всех далеко, конечно, но тем не менее значительной части белорусского общества и даже представителей, так сказать, альтернативы, противников Лукашенко, лидеров, что ну вот Россия должна как-то все-таки помочь в регулировании белорусского политического кризиса, Кремль и Путин все-таки должны перестать поддерживать Лукашенко, хотя бы из меркантильных соображений, потому что это уже становится невыгодно из-за угрозы санкций. Так вот, ваше мнение, надежды? Ну, я считаю, что, к сожалению, эти надежды безосновательные, по одной простой причине. Кремль свою сторону этого конфликта, так скажем, этого народа выбрал. Он поддерживает Лукашенко, и я не вижу ни одной причины, почему бы Кремлю нужно было изменить это мнение. Можно к ним обращаться, можно не обращаться, да, то есть зачем? Вот, мы много думаем, что Кремлю не нравится там платить деньги за Лукашенко. Но на самом деле состояние финансов России таково, что она может, в принципе, в глубокой теории тащить Лукашенко за собой еще несколько лет без особых последствий для себя. Да, то есть нефть дорожает, газ дорожает, бюджет России набит долларами и евро, так что в глубокой теории все возможно. А что такое гражданские права, что такое гражданские свободы, что такое выбор народа, ну там не любят вспоминать, потому что там точно так же не любят свой собственный народ и его собственный выбор. Тем не менее, ну хотя бы вот такой есть аргумент, несколько, что по большому-то счету Путин не подлюбливает Лукашенко. Это первое, ну чем не причина как бы там заменить. Вторая причина, Лукашенко все-таки не очень договороспособный человек с точки зрения Кремля. Мог бы давно подписать эти там союзные программы или там дорожные карты, называйте как хотите, базу военную открыть, как в Армении, чтобы было, и так далее. Но заменить на более договороспособного человека. Слушай, ну, я думаю, во-первых, Лукашенко хорошо понимает, что все, что шаг, который он сделает навстречу Путину, для него будет последний, да, потому что он его переведет из какого-то, хоть какого-то партнера, да, в подчиненного, и на этом все закончится. Для него лично, да, а он все-таки человек патологически желающий быть единственным у власти. А во-вторых, то, что хочет Кремль, я думаю, что он очень во многом получил уже в Крыму. Да? То есть мы получили некую территорию,
по сравнению с Донбасской войной практически бескровно. Там во время этой операции погибло буквально, по-моему, 2 или 3 человека с украинской, причем стороны, не с российской. То есть Кремль не считает это потерями, да, и репутационными в том числе. Поэтому, а зачем делать какие-то шаги? Ну да, он недоговороспособный. Китайский лидер тоже недоговороспособный. Но тем не менее, вот в этом кружке, так сказать, паназиатских диктаторов у каждого свое маленькое место, каждый на нем сидит и, в общем, не особо старается куда-то сдвинуться. России бы от Китая отбиться, да, то есть, потому что претензии китайского руководства к России, они глубже, сильнее и яснее, чем претензии российского руководства к Лукашенко. Кстати, я смотрел недавно интервью одного российского тоже политолога, который сейчас живет в Чехии, вот, и там высказалось такое мнение вот по поводу этой информационной войны, которая началась, вот этих взаимных обвинений и даже перехода на личности, вот эти там ботокс, там бункер и все остальное, что, мол, ну, в России-то власть из подворотен вышла, она вот как раз-таки вот эти вот такие ответки и понимает, и что Путину наоборот нравится, он так с таким даже восхищением, ты смотри, как он ответил-то. Слушай, я не умею заглядывать в голову Путину и говорить, что ему нравится или не нравится, пока мы достоверно знаем, что ему нравятся молоденькие, маленькие, похожие на мальчиков гимнастки. Вот, это точно, да, то есть. А все остальное, ну, можно предполагать разное. Я думаю, что ключевая проблема в другом. Понятно, что если Путину нужна Беларусь, то она нужна вся. Никакие договоры ни с каким человеком, который как-то представляет белорусский народ, даже Лукашенко, хотя он его уже не представляет после прошлогодних событий, ему не нужны. То есть он привык поглощать, да, то есть он содержит целую армию европейских политиков, он содержит, наверное, половину среднеазиатских политиков, он содержит огромное количество политиков в разных малых, средних, дальних и ближних странах мира, и он содержит Беларусь. Но пока, видимо, не содержит полностью Лукашенко как личность. Хотя, вроде бы, вот, судя по той истории, когда у него сын уезжал там учиться в Москву, вроде бы на несколько там месяцев, потом, я не знаю, он вернулся, не вернулся в Минск, ну, какие-то у них там свои такие вот личностные договоренности, наверное, есть. Не нужна Путину ни Тихановская, никакой другой представитель белорусского народа, который избран белорусским народом. Да, то есть ему нужен человек, который придет в Кремль и скажет: делай с нами все, что хочешь, вот, так сказать, там, не знаю, там, а давайте пограничников поставим на польскую границу. Ну, просто вот, чтобы вам было приятно. Что-то такое. Но я думаю, ни один белорусский лидер, и даже Лукашенко, на это никогда в жизни просто не согласится, потому что, ну, все-таки стать человеком, который потерял суверенитет, это, в общем, жирный крест даже не только на своей жизни, но и даже... На портрете в учебнике истории. Я бы даже сказал, это гарантированно завандаленная могила в будущем. А вот вы сказали, то есть вот все-таки нужен такой человек, который вот так придет и скажет, или вот когда прозвучало, ему нужна вся Беларусь, это значит, что, ну, согласие всего белорусского народа, что вот да, мы вот хотим, вот Путин, приди, там, помоги. Нет. Или на народ ему плевать, как на русский, так и белорусский? Во-первых, русского народа в России нет. Да, то есть российского. Я хочу напомнить вам, что по Конституции у нас, слава богу, хоть есть русский язык и есть системообразующий народ. Это самая большая такая загадка нашей русской государственности, потому что у нас многие считают, что вот Россия – это многонациональное государство во главе с русскими. Да нет у нас русских нигде. Нас запрещено быть русским. И поверьте мне, именно политики, так скажем, националистического толка, самые разные, от очень умеренных до крайне неумеренных, они подвергаются репрессиям гораздо чаще там, условных либералов. Вот они там все сидят в условном Вильнюсе, те, которые, конечно, не сидят в тюрьме. И поэтому понятно, что для него не существует понятия белорусский народ. Для него существует понятие, там, не знаю, белорусская автономная там область какая-нибудь. Ну, это, наверное, в самом лучшем случае. Ну, вот. Много разговоров о том, что чего ожидать от Москвы, если Лукашенко не пойдет на подписание вот этих союзных программ 4 числа, если он там не проведет конституционную реформу в соответствии с пожеланиями Кремля, вот если то, если еще,
Вот на что готов действительно? Пойдет ли на что-то Кремль? Потому что различные абсолютно версии, вплоть до возможности от экономических каких-то санкций, нажима до и политических, до, возможно, военных. Ну, я, честно говоря, оптимист, да, я не думаю, что после Украины Кремлю очень надо куда-то двигать войска, потому что это и в обществе воспринимается очень плохо. У нас, напомню, что все очень любят бравировать вот этими соцопросами, что Крым поддержало 86% там, условно, россиян, да, там, или русских. А спросите, сколько людей поддержало войну на Донбассе. Там сразу, так сказать, пополам меньше, да, то есть, несмотря на много лет пропаганды и так далее и тому подобное. И все более-менее даже нормально лояльно относящиеся к Путину люди понимают, что еще в одной стране там наша армия с какими-то разборками с местным населением, а они всегда будут возникать, ну, как бы это, наверное, не то, что нам надо. Но Путин очень старый человек, который, скорее всего, уже, так сказать, сидит на гормональной терапии. Мы видим, что он неплохо держится, да, то есть, скорее всего, его хорошо поддерживают в плане медицины. Но вот эти все истории приводят к тому, что когда вокруг него люди, которым 70-75 лет, да, там, как Патрушеву, да, то есть он же ведь отменил все возрастные пороги для руководителей внутри России. То есть они там при Ельцине условном были, когда чиновникам нельзя было быть там до 65 лет, по-моему, да, то есть потом до 70, а потом вообще все тихонько-тихонько сняли. Что творится в головах людей, которым 75 лет и у которых прямой доступ к ядерной кнопке, мы не знаем. Вот. Очень хочется верить в то, что другие такие же пожилые люди, которые сидят в Пекине, как ни странно, урезонивают нашего Путина просто самим фактом своего существования. Потому что, я думаю, Путин прекрасно понимает, что черт знает, где окажется китайская армия потом, если, значит, русская может оказаться где-нибудь в Бресте или там на западной границе Беларуси. Сергей, а скажите вот только правду. Когда Россия развалится, наконец? Она не развалится. Когда Сибирь станет свободным государством, когда там Китай себе наконец-таки официально уже откусит кусок этой вот... Как человек, который всю жизнь прожил в Сибири, я могу сказать, что никакой независимой Сибири не будет никогда. И вовсе не потому, что там нет каких-то, так сказать, обособленческих настроений, а потому что все более-менее здравые люди в Сибири понимают, что ровно один день может просуществовать любое сибирское государство, на следующий день это будет там северосибирская какая-нибудь китайская провинция имени Мао Цзэдуна, да, то есть, а этого точно не хочет никто. Я думаю, в России будет много неприятных процессов, связанных с внутренним брожением на российских территориях, да. Но я боюсь, что мы все-таки, как сказать, знаете, я вот, когда в Европе нахожусь, мне очень часто попадаются люди, которые говорят, а вот Великий Татарстан и Чечня отделятся от вас, и вот тут-то вы, русские, и запляшете. Но никто никогда не думает, а что произойдет, если у нас русские захотят отделить Великий Татарстан с Великой Ичкерией, которая, так сказать, собственно говоря, вся была создана на геноциде русских в 91-94 годах, о котором у нас сейчас стараются не вспоминать, и последствия которого вылазят, вот опять там подрались какие-то спецназовцы в Ставрополе буквально неделю назад, чеченские и наши русские, да, то есть. Поэтому я думаю, что в России будет какая-то федерализация при следующей власти. В России вообще будет много очень интересных процессов при следующей власти. Обычно, когда меня спрашивают, какой первый шаг сделает следующая власть, вот следующая российская власть, какой бы она ни была, первым шагом будет вынуждена ставить полевые кухни и кормить свой обедневший народ. Ну, к сожалению, такова жизнь и логика распада всех этих режимов типа путинского. Да. Мы это проходили один раз уже в 91-92 годах, когда, извините за очень грубое слово, нечего было жрать в прямом смысле слова. Да. Вот. И мы очень быстро подходим к этому снова, да, потому что если вы там посмотрите какую-нибудь глубинную социологию пенсионеров, они не за Путина и не против Путина. Они хотят видеть в рационе больше мяса, потому что на него у них просто тупо не хватает денег. У нас все-таки большая часть страны находится в тех краях и территориях, где, так сказать, воткнутая в землю палка не растет, и сельского хозяйства там полноценного нет. А, собственно говоря, ну, там, не знаю, найти там местного производителя там чего-то хорошего, приятного и вкусного в Сибири вы практически не можете. Зато мы покупаем там 1 миллион тонн пальмового масла каждый год и бодяжим им всю молочную продукцию, половину мясной там, и так далее и тому подобное. Так что у нас будет много интересного, но я не думаю, что у нас будет развал.
Ну что ж, одну надежду вы нам, подпортили, скажем так, потому что как бы, надежда на то, что вот когда Россия начнет разваливаться, она наконец-таки отстанет от Беларуси, от Украины, не перестанет угрожать странам Балтии. Ну ладно, посмотрим. Скажите, еще Слушайте, она и перестанет этим угрожать при любой следующей власти, потому что Путин пытается воссоздать такой микро-СССР, да, то есть в том числе в агрессивной внешней политике. А любая демократизация в России, даже самыми короткие периоды, я, кстати говоря, имею в виду не только 90-е годы, допустим, хрущевская оттепель, такой же точно период. Чем она была? Да? Там разрешили дачи, которые кормили весь, так сказать, советский народ там, примерно до 91-го года, когда мы уже все как-то окончательно разошлись. Вот. Поэтому там будет масса других проблем. Потому что страна стареет, страна умирает, у нас сверхсмертность огромная от ковида. Я думаю, такая же, как в Беларуси. К сожалению, наверное, чуть меньше, но тоже так же вымирает Украина. То есть, потому что полноценных локдаунов и полноценных мер борьбы нету. Вот. Нормальной медицины, которая поддерживала бы людей, тоже особенно нету. И вот это реальная проблема. А там история про то, где будет граница между Великой Тамбовской областью и Татарстаном, я думаю, это дело очень десятое. Да. Где будет проходить граница между Белоруссией и Китаем, мы решим потом. Сергей, да. Ситуация, вот мы вспомнили эту информационную войну очередную между Москвой и Минском. Во время этого, вот эти вот слив якобы проведенного социологического опроса в ЦИОМом, где очень так неприятные цифры там для Лукашенко, может быть и для Путина в том числе, но для Лукашенко более неприятные, как начиная от того, сколько его поддерживают и его рейтинги, и заканчивая тем поддержкой и неподдержкой этих вот подписания союзных программ и так далее. Потом вдруг интервью Тихановской Венедиктову. Уже сколько времени российские СМИ, либеральные, свободные, несвободные, как-то так очень дистанцировались. Не надо нам вот этих вот Тихановских с латушками, обойдемся без вас. И тут вдруг как-то вот в смелость Венедиктова, который решил сказать, вот я сейчас назло Кремлю тут пойду и уши отморожу супер эфиром, слабо верится. То есть насколько все-таки... Что за этим стоит? Это какая-то симптомы того, что Кремль меняет свое отношение к белорусскому режиму? Первые, так сказать, подснежники этого изменения? Или это просто такие вот... там укольчики, там типа там, что? Слушай, люди Лукашенко назвали жалким земляным червем Путина. Это, если что, цитата из мультика, да, то есть про Маугли был такой детский мультик. А в ответ, значит, силами Газпромовской радиостанции Лукашенку подергали за усы, взяв интервью у Тихановской. Я, честно говоря, не знаю, зачем она говорила все то, что примерно говорила, да, то есть, но я не думаю, что это приведет к, действительно серьезным шагам. Потому что, еще раз повторюсь, единственный серьезный шаг в отношениях между Путиным и Лукашенко может быть подчинение Луки и потеря суверенитета Белоруссию, да, то есть, там в какой-то форме ее можно там самыми разными словами описывать, но по факту это там, не знаю, там российский рубль национальная валюта в Беларуси, там, не знаю, действия там, или там приоритет действия российских законов или какая-то коллаборация законов, да, там, у силовиков мы знаем уже давно там коллаборация, наши ребята, в общем, так сказать, постоянно шарятся по территории Беларуси, это никто особо не скрывает, вот, причем работают, скорее всего, как против белорусов, так и против русских, которые там где-то пытаются скрываться, либо находятся на территории Украины. Но в любом случае это такие игры диктаторов. Они не приведут ни к чему, чтобы касалось вот там простых белорусов, так это назовем, и простых россиян, которые живут в России. Потому что я не думаю, что Лукашенко, находясь в здравом уме и здравой памяти, сдаст свой суверенитет. Хотя, кто знает, что там в черепушке у диктаторов. Но, тем не менее, все-таки, как вы считаете, возможно ли, что вот
мы смотрим, фактически все европейские лидеры, тот же самый Байден, встречались с Тихановской. Не так давно вот на этом месте сидел руководитель кабинета представителей офиса Светланы Тихановской Валерий Ковалевский, который в очередной раз, это еще было до интервью, даже ничего о нем не было известно, который в очередной раз говорил, что все-таки мы стараемся, чтобы наладить контакты с Россией, с Москвой, с Кремлем, чтобы все-таки вот какой-то диалог был. Сейчас мы слушаем интервью Тихановской, которая в очередной раз говорит, что Россия — это наш сосед, никуда мы друг от друга не денемся, нам все равно надо будет продолжать отношения. Сработает или нет? Вот этот посыл. Вот после этого откроются какие-то двери в Кремле, в одной из башен Кремля для, если не Тихановской, то для кого-то из кабинета ее представителей? Нет. Потому что учитель английского языка не может быть равной человеку, который объявил себя наместником Бога на земле. Ну, хорошо. Не Путин. Ну, я не знаю, кто там может быть. Еще раз повторюсь. Спецслужбы, наверное, могут делать разное, да, то есть... Это вы сейчас про Венедиктова? Это про то, что наверняка и в окружении Тихановской есть люди, которые там так или иначе инфильтрованы и, так сказать, держат какой-то контакт с нашими спецслужбами. Ну, наверняка. Это их работа. Наверное, с какой-то там успешностью они ее реализуют. Но правда в том, что, еще раз повторюсь, для Путина на кону стоит только одна задача. Да? То есть он может быть триумфатором в политике в отношении Белоруссии не тогда, когда Лукашенко сменит там, Тихановская. Или даже не тогда, когда Лукашенко сменит Тихановская, потом объявит перевыборы и победит какой-нибудь там человек, который там вроде бы как-то будет более-менее устраивать Кремль. А его устроит потеря суверенитета, потому что это будет триумфом для него. А все остальное... Ну, введи войска, и вот тебе все готово. Ну, введи войска, и год, конечно, Европа будет мерзнуть без газа, но на следующий она найдет поставщиков. Введи войска, и со многих счетов могут просто неизвестные хакеры похитить деньги. Мы же понимаем, что денег условного Путина на Западе больше, чем мы думаем. Введи войска, и спецслужбы разных стран могут обвинить в предательстве своих национальных интересов огромное количество политиков, которые сотрудничают с Кремлем. Я напомню, что в прошлом созыве немецкого Бундестага сидела целая фракция «Альтернатива для Германии», которая прямо говорила, что Россия — это прекрасная страна, Путин классный чувак, наверное, даже чуть-чуть лучше, чем Меркель. Да? То есть, и только какие-то уж совсем там предрассудки немецкого народа не дают пойти, так сказать, вот этим прекрасным людям навстречу друг другу. Поэтому и плюс еще есть Китай. Я не случайно его все время упоминаю. Китайское руководство также отказалось меняться. То есть мы знаем, что раньше там каждые 10 лет менялся местный председатель ЦК. Значит, последний товарищ отказался и тут же начал, значит, играть мускулами, в том числе военными. Ну, скажем, они там регулярно летают на своих там самолетах через Тайвань, независимость которого они не признают. У них огромная торговая и политическая война с США. И если Россия когда-то попадет в этот, извините за грубое слово, замес, то там уже будет не до Белоруссии, не до Донбасса, не до там Абхазии с Приднестровьем. Да? То есть тут надо будет свою, извините, задницу спасать. Потому что в этом кругу этих людей мы все-таки не номер один в мире. Мы, может быть, номер 3 или номер 4. А Китай точно номер 1 среди всех этих вот новоявленных диктаторов. И у него есть своя политика. И если он, допустим, когда-нибудь договорится с Казахстаном, то мы можем увидеть китайскую армию где-нибудь в районе дельты Волги, в районе Астрахани. Потому что мы границу-то знаем, да, что западный Казахстан, он фактически в подбрюшке, так сказать, России. Ну, это как один из сценариев. Поэтому я думаю, что каких-то резких шагов на белорусском направлении у Путина не будет. Они будут одной рукой Лукашенко поддерживать, второй его душить, чтобы быстрее сдавался и был не сильно активным. Я думаю, им глубоко наплевать на тех людей, которые сидят в белорусских тюрьмах, потому что ровно такие же люди сидят в русских тюрьмах. Да, то есть мы знаем, что в России только там официально, по-моему, 500 или 600 политзаключенных, причем там сидят все, так сказать.
Вот. И большая часть, кстати говоря, у нас сидит за религию. У нас сидят мусульмане, у нас сидят свидетели Иеговы, у нас сидят неправильные православные, там, неправильные христиане и так далее. Да? То есть, поэтому я просто не думаю, понимаешь, мы думаем, что Путин еще тот, начало нулевых, который предлагал Западу руку помощи и готов был вступить в НАТО, да, там условное, да, то есть, который был готов идти на компромиссы. А Путин, мы видим его прекрасно. Заморозить Европу в этом году, да наплевать. Ну и пусть мерзнет, да, там. Устроить какие-то там гадости, пакости, политические скандалы, абсолютно наплевать. Купить политиков, да оптом. Они занимаются тем, чем занимался Советский Союз, когда у него были деньги в 70-е годы. Только тогда мы еще поддерживали очень много террористов. Теперь эти все террористы, ну, кто поуспешнее, они имеют какой-то свой кусок земли. Либо это совсем людоеды типа там Башара Асада, которые там спокойно третируют и убивают свой народ. Я думаю, что что бы ни думала Тихановская, что бы ни привело в реальности ее к Венедиктову, да, то есть на это интервью, это ложные надежды, что ей позволят там быть игроком на этом рынке. Не потому, что она плохой человек, потому что самого понятия, что человек, избранный народом, может представлять народ и нести суверенитет, для Путина не существует. Мы это видим прекрасно на примере Украины. Стоило только украинцам хоть как-то там, не оцениваем как, но менять самим свою власть, как тут же, значит, лишились, так сказать, Крыма и получили войну на Донбассе. А до этого имели несколько лет абсолютно продажное правительство, которое просто лежало там под нами. Вот я сам из Иркутской области, вот у сына, так сказать, предыдущего президента Украины Януковича, ну, просто были активы у нас там. Они там занимались пилением сосны, поставками в Китай. Нормально себе, так сказать, работали. Вот. А потом пришел украинский народ, этого всего не стало. Поэтому не надо быть оптимистом в части того, что вдруг в Путине проснется человеческое лицо. Такие прогнозы делать жутко неприятно, потому что следующий прогноз о том, что все, кто сидят, останутся сидеть. Да, потому что ведь если о чем-то договариваться, то надо в том числе меняться, так сказать, убитыми, пленными и выпускать из тюрем заложников. А на это в России сейчас, как я понимаю, идти никто не готов. Сергей, давайте, вот прозвучали у вас такие слова, что любая новая российская власть, так вот про любую новую российскую власть. Представим себе, что сбылись мечты романтиков и пришли демократы ко власти в России. Россия начала демократизацию, пришли вот либералы, условный Навальный, руководителем штаба в Иркутске, которого вы являлись, пришел к власти. Что это означает для соседей, для Беларуси, для Украины, для Балтии? Я почему это спрашиваю? Знаете, я разговаривал с людьми, россияне сами говорили так вот мне, скажем так, в порыве откровения: поскреби любого российского либерала, и ты обнаружишь внутри имперца. Так вот, такие либералы, скреби их, не скреби, насколько ожидать, что в таком случае они скажут: белорусы, хотите в НАТО, в ЕС? Да идите, мы не против. Украина, да, Крым же ж ваш, нате, берите назад. Вот это будет? Или все-таки имперцы, они как бы даже в либералах, они где-то внутри, вот, ну, в подкорке они есть? Я думаю, это будет по независящим от следующей власти причинам. Потому что любая империя может быть только тогда, когда у тебя много молодых солдат, которым можно дать ружье и послать куда-нибудь воевать. Да, все европейские империи закончились ровно в тот момент, когда женщины перестали рожать больше 2 детей на одну женщину, да, то есть там и так далее. Вот. А в России демографический кризис. Условно воевать, условно говоря, некому, да. И следующая российская власть... в том только, что некому воевать? Нет. Это очень важный момент, потому что многие думают, что вот Россия — это такой монстр, который завтра может выдвинуть, там, не знаю, там, 1 000 000 танков и дойти на них, там, не знаю, там, до Португалии, да. Но проблема в том, что Россия не может ничего выдвинуть, что нам, кстати, очень хорошо показала Украина на самом деле. Стоило только попытаться воспроизвести прошлое, как это прошлое очень больно ударило по России. Да? То есть я даже не беру вот этот, видимо, случайный, а может не случайно сбитый малазийский Боинг. Да? То есть, ну, просто не знаю, не хочу из себя изображать эксперта в том, чем не разбираюсь. Но когда из Донбасса пошли гробы, никакой особой поддержки этой войны в России не оказалось.
Во-вторых, я думаю, что следующая российская власть, я не зря на это все время обращаю внимание, ей придется кормить свой народ. Россия в гораздо худшем финансовом, россияне в гораздо худшем финансовом состоянии, чем многие думают. Да? Ведь многие думают, что Россия сейчас это примерно вот то, что было в 2008 году, когда нефть стоила $140 за баррель, а доходы от нее как-то растекались по людям. Да? Ничего подобного сейчас нет. Россияне банкротятся, россияне набирают долги, россияне в поисках лучшей доли уезжают из России. Да? То есть, по некоторым данным, там кто-то говорит 6 миллионов, кто-то говорит 8 миллионов образованных россиян за последние 20 лет уехали просто жить и работать в другом месте. Да? Это мы не берем там немцев, евреев и представителей там разных национальностей, у которых есть право просто вот по факту национальности покинуть Россию, приехать в какую-то страну и получить гражданство. Да? То есть таких тоже немало. Исчезли все греки в России, исчезли болгары, да, то есть. Любимая тема всех мошенников – продавать россиянам румынские паспорта. Там какая-то мутная схема, которая позволяет обманывать доверчивых людей, обещая им там паспорт Евросоюза. Да? То есть русские в странах Балтии, которые кричали, что у них плохие вот эти серые паспорта неграждан, там на 80% все получили местное гражданство. Потому что они понимают, что оно дороже, чем российское сейчас. У России нет ресурса и нет энергии, которая бы позволяла держать удавку на границе своей страны. И все ж таки тут может быть более такой, я не знаю, там риторический или все-таки такой философский вопрос насчет имперца в каждом либерале в глубине души, может очень глубоко, но все равно насколько это действительность. Я понимаю, вот все то, что вы сказали, это да, потому что да, уехало очень. Давай я приведу один пример. Ко мне в соцсети очень любят ходить мои украинские друзья и говорить мне, что я, как и все русские, хоть вроде бы лично и был против Крыма, но несу некую общую ответственность, потому что поскреби меня, и внутри сидит имперец. На что я им обычно говорю, что, вы знаете, президентом Украины является человек, который, по вашим же данным, 4 уклонился от призыва на войну с нами, а в 2014 году писал, что россияне и украинцы – это один народ. То есть кого нам надо в конце концов скрести? Да, то есть, да, Россия несет самые большие издержки вот этого имперского сознания. Да? То есть, потому что центр империи был у нас. И многие думают, что так будет всегда. А многие думают, что надежда, что это кончится вот только с развалом России. Это очень популярная точка зрения, там, не знаю, у чеченцев, которые уехали в Европу, что вот когда им рассказываешь, что а как же вот русские, которых вы убивали, они как-то сразу говорят, ну это же все было там неправда и давно, и давайте забудем, давайте вспомним, вот в 94 году вы нас разбомбили, а Кадыров тоже ваш, хотя он этнический чеченец, да, то есть там, а почему этнические чеченцы убили тех людей, которые были против террора в самой Чечне? Я имею в виду, и Немцова убивали чеченцы, и Политковскую убивали чеченцы. И, конечно, никто не готов на себя брать ответственность за людей своей национальности, но, так сказать, вот такого поведения. Поэтому я думаю, что, во-первых, Россия, скорее всего, пройдет некий национальный ренессанс, и как минимум одно следующее правительство России действительно будет обращено внутрь страны, решая ее проблемы и говоря о том, что все внешние проблемы для нее не важны. Это объективный процесс, и поскорее бы он, честно говоря, уже начался. Ну, и я надеюсь, что да, Россия больше на своих проблемах будет внимание обращать, и даже вот от людей либерального толка, которые говорят, мы уважаем ваш язык, вашу национальность, вашу культуру, ваш выбор, но при этом, как говорят, ну, мы же старшие братья, чтобы вот этого тоже не было. Сергей, да. Мне показывают, что пора заканчивать, но тем не менее, коротко, вопрос из зала, так сказать, от наших зрителей. Почему россияне так и не защитили Навального, не выходили за него, как белорусы выходили за Тихановского и Бабарыку? Будут ли еще митинги за Навального? Я думаю, в чистом виде митингов именно за Навального не будет, потому что, скорее всего, будут митинги за общую демократизацию и смену режима в стране. Потому что кроме Навального уже... Навальный – это знамя оппозиции, это правда. Но кроме него сидит слишком много разных людей. Ясно. Ну что ж, меня тут просят, почему-то меня просят назвать хотя бы одного российского либерала, вписанного в политическое легальное поле.
Ну, я не знаю, Явлинский? Ну, нет. То, что он несет, это... Слушайте, давайте так, я вам скажу так, что те люди, которые действительно привержены ценностям свободы, в современной российской власти не участвуют. По разным причинам и разным поводам. И во власть их не берут. Те люди, которые имели прошлое, там, условно псевдолиберальное, ну, есть такое некрасивое слово, скурвились, либо перешли на сторону противника и на ней прекрасно себя чувствуют. Известный у нас либерал есть Оскар Германович Греф, президент Сбербанка. Недавно у него нашли офшор в Сингапуре. Он очень любит говорить о политических и экономических, в основном о экономических свободах, но деньги свои личные предпочитает почему-то держать именно там. Ну что ж, много тут есть вопросов к Сергею, связанные с культом Путина и всего остального. Я думаю, что Сергей при желании потом почитает их на YouTube, захочет ответить, захочет не ответит. Я отвечу, но единственное, я прошу это сделать завтра, потому что сегодня я просто банально навряд ли попаду к интернету. Ну что ж, спасибо большое. И я нагадаю нашим гледачам, что у нас у студии был нечаканы гостик з далёкага Иркутска, кіраўнік штаба Алексея Навальнага у гэтым сибирскім горадзе Сергей Беспалов. Дякую, Сергей. Спасибо вам.